Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телепередачи «Вестник Харысхал». Сегодня в выпуске мы расскажем вам о республиканской коррекционной школе, познакомим с проектом «Цветик-семицветик», ну и расскажем, как проходит интегрированный лагерь «Ласточка» в зимний период. Мы продолжаем знакомить вас с проектами благотворительного фонда Харысхал, и сегодня мы расскажем о проекте «Цветик-семицветик». «Цветик-семицветик» – проект по предоставлению многофункциональных услуг по решению социальных проблем детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья благотворительного фонда Харысхал. Проект осуществляется с 2013 года, куда входят следующие ведомства: Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха-Якутия, Центральная республиканская психолого-медико-педагогическая комиссия, медико-техническая комиссия. «Цветик-семицветик» позволяет семьям, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, сократить сроки получения или подтверждения статуса своих детей, а также наиболее комфортно пройти вышеперечисленные комиссии. Родитель сюда приходит и получает услуги в одном месте, то есть по принципу единого окна. В прошлом году нам пришла идея, почему бы в этих стенах не создать такой проект. Этот проект у нас единственный, в России его нигде нет, насколько мы знаем, потому что в настоящее время назрела необходимость. Общество поворачивается лицом к детям, имеющим ограничениями здоровья. Мы должны были проходить перекомиссию, пересвидетельствование 10 числа у нас было назначено. Но мне позвонили, пригласили на сегодня сюда. То есть мы этим убили сразу 3 зайцев, получается. Мы прошли психолого-педагогическую комиссию, то есть где я узнала, что у моего ребенка еще помимо того, что есть в наличии заболеваний, то, соответственно, мы сразу получили направление в школу. То есть уже в августе месяце нам уже не надо будет бегать снова сюда на комиссию за бумагами, чтобы оформиться в школу. То есть я уже конкретно знаю, в какую школу ребенку мне должен идти. Прием комиссии проекта «Цветик-семицветик» проходит ежемесячно в здании благотворительного фонда Харысхал по адресу город Якутск, улица Пушкина, 31, кабинет номер 9. Если у вас возникли вопросы, звоните по телефонам 42 34 97 40 20 68. В предыдущих передачах мы поднимали тему инклюзивного образования. Сегодня же мы хотим посвятить сюжет школе коррекционного типа и показать, как проходит обучение в специализированной школе для особых детей. Республиканская коррекционная общеобразовательная школа-интернат для слабовидящих и слабослышащих детей располагается в Якутске по Вилюйскому тракту. В школе обучаются 220 детей. Коррекционная школа практически не отличается от стандартной общеобразовательной школы. Те же предметы, учебники, уроки по 40 минут. Единственное отличие в особенных учениках. Обучение начинается с 9 утра и дальше по расписанию до обеда. После обеда внеклассные занятия. Тут каждый ребенок находит занятие по душе. Классы у нас в основном максимум по 10 человек, малокомплектные. Удобство в том, что это учитель успевает индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Ну и коррекционная специфика, она составляющая тоже есть. Для детей слабослышащих это говорящая среда, так как слабовидящие дети с ними разговаривают, и они обязаны хорошо говорить, отвечать на вопросы и представляться.
Для слабовидящих, слабослышащих они нашли друзей, которые им помогают, которые их поддерживают. Ну, то есть это у нас идет полностью социализация. Им здесь комфортно, уютно, хорошо. С каждым ребенком проводят индивидуальные занятия в соответствии с его особенностью. В школе работает кабинет для слабослышащих, где с детьми работают над развитием слухового восприятия. В кабинете для слабовидящих учат шрифт Брайля и осваивают компьютерные средства, на которых можно работать по шрифту Брайля. Конечно же, школа-интернаты, как и всегда, имеет свои плюсы и минусы. Плюс в том, что дети становятся более самостоятельны, конечно же, то есть самообслуживание, самоподготовка, дисциплина. Ну а вот это, да, вы верно подметили, родительской, конечно, вот не хватает. Но мы стараемся отправлять на каникулы всегда детей обратно по улицам, чтобы они проводили время со своими родителями. Обучение в школе начинается с нулевого класса, так называемый подготовительный класс. Выпускаются дети в 12 классе и, как обычные школьники, сдают единый государственный экзамен. Я хочу поступать в ветеринарный институт. Я хочу стать учителем математики или в институте. Пока я еще не определился. После окончания института пойдешь в родную школу работать или у тебя есть другие планы? Я здесь буду работать. Многие выпускники школы после окончания университета стремятся работать в родной школе. Мария Пасар – одна из них. Окончив в 2002 году Хабаровский университет, вернулась в Якутск и без замедления отправилась в свою родную школу, чтобы узнать о свободных вакансиях. Вернуться в родную школу – это была моя мечта или цель с детства, с подросткового возраста. Да. Это так, что я буду жизнь свою связывать именно с родной школой. Вначале было сложно. Сложности были именно в том плане найти взаимопонимание с детьми подросткового возраста, это средние классы. Но с опытом, с приходом опыта работать стало интереснее, увлекательнее. Учащиеся стали моими друзьями. Выпускники 2014 года, к примеру, из них 6 поступило в Северо-Восточный федеральный университет, поступили на факультет математики, факультет иностранных языков и факультет русской филологии. Вот, из 10 человек. Коррекционная школа-интернат как собственное государство со своими порядками, законами и всеми удобствами для развития и роста личности ребенка. В одном из первых выпусков мы познакомили вас с интегрированной школой для родителей «Ласточка». Сегодня мы вновь хотим посвятить ей сюжет и рассказать, как проходит «Ласточка» в зимний период. Интегрированная школа для родителей «Ласточка» проходит в период осенних каникул. Отличия от летней «Ласточки» практически нет. С родителями и их детьми занимаются психологи, проводят мастер-классы, они ездят на экскурсии, а главное, всей семьей занимаются общим делом. И мы их мотивировали, именно родителей, выходить из домов, заниматься любым делом абсолютно, что в каждой семье должно быть какое-то творчество, что можно очень интересно проводить целый день и занимать его, и наполнять его, и это очень возможно. В реабилитации ребенка очень важно, чтобы какая-то заинтересованность родителя была в том, чтобы с ребенком можно чем-то заниматься. Каждый сезон «Ласточки» интересен и насыщен по-своему. Так, в 10-м сезоне, помимо основных занятий, ежедневно проходили мастер-классы по различным техникам творчества. К «Ласточке» приезжали гости, участницы регионального конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия». Ведь вы с девочками приготовили всякие вкусности. Очень рады будем поиграть с ними, повеселиться вместе. Настроение каково? Также они посетили Центр адаптивной физической культуры и спорта, где смогли поплавать в бассейне. И даже побывали в царстве вечной мерзлоты.
В заключительный день, как принято, подводят итоги, демонстрируют проделанную работу за время пребывания в «Ласточке». Каждый день был у них праздник, и они выпускали воздушные змеи. Все эти 5 дней море впечатлений, масса удовольствий. И желаем, чтобы эти проекты не заканчивались, чтобы постоянно продолжались, и чтобы расширялись группы, чтобы можно было чаще встречаться так. Спасибо организаторам нашим. Очень сблизились за это время со всеми семьями. Да? Наши дети уже друг друга как бы друзьями стали, уже играются, уже успокоились спокойно. За время пребывания в «Ласточке» мы поняли, что общество таких, как наша семья, не забывает, поддерживает все-таки. И несмотря на некоторое непонимание, именно в таких сообществах у нас есть возможности реализовать потенциал детей. Дети с особенностями все оказались очень талантливыми, что, в общем-то, и видно было. И просто надо к ним найти особый свой подход, и все. И нам здесь легче, нам здесь проще, и мы очень благодарны Харысхалу и его спонсорам за то, что нас так сильно поддерживают. Я даже в первый день подумала, что, может, мы даже зря согласились, но потом, как начался мастер-класс, и мы все расслабились, и как-то все так хорошо и гладко все пошло, и пошло. И каждый день очень хорошо мы и общались, и занимались, и он уже как-то привык, и уже больше не кричит, и к людям привык, как-то не понравилось. Впечатления очень хорошие, очень довольные, много чего узнали, столько много мастер-классов нам показывали, даже то, что не умеем, научились. Больше, много мероприятий, подружились тут со всеми. Вот нравится, играли хорошо, пели, сказки, идеи. Очень много. Спасибо. Вот с такими теплыми воспоминаниями и одухотворенными мыслями у родителей и их особенных детей заканчивается очередной сезон интегрированного лагеря «Ласточка». Следующий сезон планируется провести летом. Если у вас появилось желание побывать в «Ласточке», то звоните по телефонам 40 20 68, 40 20 69. Вестник Харысхал подошел к концу. Спасибо, что все это время были с нами. Увидимся на следующей неделе. До свидания.